По оценке экспертов туристической отрасли, примерно половину рынка экскурсионных услуг в курортный сезон в Абхазии занимают нелегалы. Они цинично имитируют повышенный интерес к информации о нашей стране и ее достопримечательностях, но их фактические знания оставляют желать лучшего. Рассказы таких гидов нередко вводят туристов в заблуждение, и после многодневной экскурсии по Абхазии у них может сложиться ложное представление о нашей стране и ее истории в целом. Вроде бы безобидные заблуждения и мифы могут стать реальной опасностью для гостей, которые отправляются на морские прогулки, идут в походы в горную и лесную зоны, спускаются в пещеры, посещение которых связано с определенным риском. Они не знакомы с историей Абхазии или же знакомы с искаженной формой истории Абхазии. Они не имеют понятия по этнографии никаких, то есть они не владеют знаниями, в частности, в части наших обычаев, традиций, не имеют понятия Апсора и многое другое. Они не знают про наши святилища, как нужно относиться к святилищам Абхазии. Очень много моментов, которые, конечно же, смущают гидов, которые легально работают, сдают эту аттестацию, и потом они на своем рынке видят этих людей, которые, прямо скажу, непонятно, как проводят экскурсии. Это, конечно же, очень смущает всех. И также хочу отметить безопасность маршрута. Им не учитывается безопасность маршрута, они водят по заброшенным зданиям, где это аварийные здания, которые, конечно же, нельзя посещать. Когда составляется маршрут в Министерстве туризма, учитывается техника безопасности маршрута, а эти люди возят куда хотят. Вот я обычный турист, как мне определить, это вот настоящий гид или нет? Но обычный турист в первую очередь должен попросить документ, удостоверяющий то, что у гида есть лицензия на данный вид деятельности. Это первое. Также, если вы заказываете свои услуги в официальных фирмах, да, серьезных фирмах, тогда этих вопросов вообще не возникнет, потому что все серьезные фирмы работают только с легальными гидами, с гидами, которые получили аккредитацию, иначе у них у самих заберут лицензию. Число лжегидов растет, так как увеличивается уровень туристического потенциала республики. Следовательно, контролировать нелегальную работу экскурсоводов становится сложнее. Проблема заключается в том, что никто из них не платит налоги в бюджет республики, и без работы остаются, увы, абхазские экскурсоводы. Нелегальным бизнесом в Абхазии занимаются частные компании из Краснодарского края. Такой вид деятельности лжеэкскурсоводы скрывают и въезжают в Абхазию в основном на минивенах, а уже даже и на автобусах, под видом оказания услуг по перевозке пассажиров, что не запрещено законом. Видим только один выход из этой ситуации – это контрольные закупки, которые должны организовывать соответствующие службы, в частности ОБЭП Республики Абхазия. Штраф небольшой, он составляет 1800 рублей. Сегодня привлечь к ответственности лжегидов невозможно, так как нет соответствующего закона. Можно наказать за незаконную предпринимательскую деятельность, но и это доказать непросто. Поймать лжеэкскурсовода за руку сложно. Он весь маршрут может рассказывать программу, сидя в машине, а на самом туробъекте даже не выйти из автомобиля, чтобы не вызывать подозрений. Они устанавливают цену ниже рыночной, так как они являются одновременно гидами, водителями, директором фирмы и кассиром, потому что они находят своих туристов через социальные сети, в том числе интернет, и зачастую эти люди даже на территории Российской Федерации никак не зарегистрированы. Это просто физлица, которые с помощью рекламы в интернет набирают себе туристов. Это приезжие, получается? Это приезжие, да, это не местные жители Абхазии, это не граждане Республики Абхазия. Республиканский профсоюз экскурсоводов в Абхазии обратился в Министерство туризма республики и парламент с просьбой помочь в проблеме нелегальных экскурсоводов. Так, 13 апреля в парламенте республики состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике и реформам с участием министра туризма Теймураза Хишба, экскурсионных гидов, а также представителей Государственного таможенного комитета. Обсуждались вопросы и пути выхода из этой ситуации. В конце заседания было принято решение организовать комиссию. В комиссию будут входить представители с Министерства туризма, представители из профсоюза экскурсоводов Абхазии и Александр Владимирович Цышба по изменению в законопроекты. Изменения касаются закона об экскурсионной деятельности, также затрагиваем также миграционную службу, и также по штрафам хотим внести изменения, чтобы штраф не был такой мизерный именно вот по этой структуре. И надеемся, что
изменения будут приняты парламентом, Народным собранием Республики Абхазия. Вопрос надо решать именно на законодательном уровне, то есть должны быть рычаги воздействия на этих экскурсоводов, так как на сегодняшний день, если автобус заехал с нелегальными экскурсоводами, максимум, что мы можем сделать, оштрафовать его за отсутствие бейджа либо путевки. Что делать с лжегидами, если нет законных способов бороться с ними? Вопрос пока остается открытым. Сария Кварцхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение.